Картины за миллионы, редкие артефакты, винтажные украшения. Все это уходит с молотка за считанные секунды. В Париже на аукционах всегда можно найти что-то необычное, даже предметы и ценные документы, связанные с Абхазией. На днях так и произошло. Ученый-лингвист Вячеслав Чирикба, любитель всего старинного и необыкновенного, всегда следит за обновлениями на сайтах разных аукционов. Именно так он наткнулся на письма выдающегося художника Александра Чачба-Шервашидзе и его второй жены Натальи Будковской. Это письма Александра Чачба и его жены, второй жены, Натальи Ильиничны Будковской, к переводчику пьесы Еврейного, друга Чачба, «Веселая смерть». Кстати, одной из первых постановок была в Сухуми в 2018 году. И с декорациями, костюмами по эскизам Чачба Шервашидзе. Сценаристом была Будковская, так что там очень было такое содружество. И вот этот же спектакль они поставили в Париже. Переписка на французском языке, переведем, ничего страшного. Сейчас это очень просто делается. Вот. Надо издать, конечно, их издать и публиковать, и прокомментировать. Это следующий этап. Вячеслава Чирикба можно назвать коллекционером. Он по кусочкам собирает по всему миру любую информацию, связанную с известным художником Александра Чачба-Шервашидзе. Ведь ученый изучает творчество художника. Всего Вячеслав Чирикба выкупил 10 писем. 3 из них адресованы Александром Шервашидзе другу, французскому переводчику Дени Рошу. Другие 5 от второй жены Натальи Будковской, тоже адресованы французскому переводчику, и 2 письма не датированы. Теперь, когда произошла эта ужасная трагедия, когда мы, к сожалению, не сохранили наследие, сейчас встает вопрос, что делать дальше. И я считаю, что я обращался и раньше с руководством, и сейчас намереваюсь обратиться о создании дома-музея Александра Чачба-Шервашидзе. Кстати, там можно было быть и музей Георгия Шервашидзе, его брата, они очень близки, первый абхазский писатель, переводчик, поэт. Вот. И также, может быть, рода Шервашидзе, который правил Абхазией XII века, одна из самых древних правящих династий Европы. Вот. Это все не отражено, к сожалению, нигде у нас в Абхазии, кроме книг, скажем, да, а вот в качестве объектов, которые можно посетить, посмотреть, ничего нету. Я думаю, что нужно создать дом-музей Шервашидзе, и для этого мы собираем, у нас создан фонд Александра Чачба в прошлом году, и мы собираем уже материалы, касающиеся его жизни и творчества, и мы хотим подобрать какой-то особняк, который подходит по духу к той эпохе, начала века, и там организовать дом-музей, государственный, естественно. Все эти письма выкуплены из личных средств ученого. Ему и раньше удавалось приобретать значимые картины и предметы известного художника. Экспонаты хранятся в фонде имени Александра Чачба-Шервашидзе, где директором является сам Вячеслав Чирикба. У фонда много планов. К примеру, в ближайшее время проведут фестиваль имени первого абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе. Мы планируем, такая идея тоже, давно, кстати, меня очень, посещает, воссоздать эту постановку историческую, постановку «Веселая смерть» Еврейного, которая была здесь в 2018 году, воссоздать ее, и в рамках фестиваля показать, в профессиональном, конечно, исполнении. Я уже беседовал с режиссером Кове. Я думаю, что он сказал, что это возможно будет. И, естественно, с декорациями и с костюмами по эскизам Александра Чачба. Они, к счастью, у нас есть изображение, можно это воссоздать и можно сделать на абхазском языке впервые. В Париже она была на французском языке, в Сухуми тогда на русском языке. Будет, может быть, на абхазском языке эту пьесу исполнить. Мне кажется, будет очень интересный такой исторический экскурс в прошлое, театральное прошлое Сухума. На разных интернет-ресурсах, там, где написано слово «аукцион», всегда можно найти ценные вещи. Главное при этом не упустить шанс приобрести их, пока предметы не увезли в другую страну. Выкупленные письма в скором времени пополнят коллекцию Вячеслава Чирикба, а затем будут переданы в будущий дом-музей. Налач Хинджерия, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.